Добро пожаловать в древний город Кучар на юге уйгурской автономии. В древности здесь находилось государство Куча. Этот город сохранил много памятников более чем 2000-летней истории и богатой уйгурской культуры. Здесь расположены 3 объекта всемирного культурного наследия: пещерный комплекс Кызыл-Мин-Куй, руины буддийского монастыря Субаши и сигнальная башня Кызылгох. После осмотра объектов всемирного культурного наследия можно прогуляться по центру Кучара. А площади культуры танцуют местные пожилые уйгуры. Не забудьте купить сладкие белые абрикосы и черешню. Попробуйте уйгурское блюдо нарын. Музей гробниц 3-5 века древнего города Куча. Он расположен в центре современного города и построен прямо над древними захоронениями. В 2007 году раскопки здесь вошли в десятку важнейших археологических открытий уйгурской автономии и всего Китая. Музей с прозрачными полами показывает раскопки древнего кладбища и погребальную культуру предков уйгуров, тохоров в древнем государстве Куча. На выставочной площади 5000 квадратных метров, 15 захоронений из сырцового кирпича. Купола выполнены древним методом ступенчатого напуска, создающий прочный свод без использования деревянных кружал. В могилах на черепах красные шелковые повязки, закрывавшие глаза, а на груди разбитые бронзовые зеркала. Повязка на глазах для перехода в иной мир. Считалось, что мир мертвых слишком яркий и не должны ослеплять, иначе душа испугается и не найдет покоя. А зеркало разбивали, чтобы злые духи не могли посмотреться в него и найти путь в мир живых. Форма могильников копирует жилища. Это дом для вечной жизни. Внутри фрески хранители, небесные символы, бирюзовый дракон Востока, белый тигр Запада, алая птица Юга и черная черепаха со змеей Севера. Исторический музей Кучара. Площадь 16 000 квадратных метров, более 700 экспонатов, многие из них – национальные сокровища мирового уровня. Что там выставлено? История и культура Кучи на шелковом пути и ее связи с Китаем, Индией и Персией. Буддийское искусство, фрески, скульптуры, рукописи. Керамика, древний атлас, музыкальные инструменты, монеты. Темы – городская жизнь, буддизм, музыка и танцы древней Кучи, торговля. Главный экспонат – красная шкатулка. Знаменитый деревянный расписной сарирный ларец из руин храма Субаши VII века. Ларец многослойно покрытый лаком. Когда сняли верхние слои, под ними открылась яркая полихромная роспись, уникальная сцена сумучже, древний кучинский маскарадный танец, игра с 21 фигурой. Это древняя музыка и танцы Кучи, повлиявших даже на Китай. На крышке – крылатые ангелочки. Оригинал был вывезен грабительской японской экспедицией в начале прошлого века, когда западные, русские и японские археологи разворовывали уйгурское культурное наследие при полном попустительстве гоминдановского Китая. Пора возвращать уйгурам наши культурные и исторические памятники великой уйгурской цивилизации. Следующий объект национального культурного наследия города Кучар – охраняемый памятник – мавзолей Мавлана Ашидину Хадже, мазар исламского миссионера и его семьи. Построен в середине XIV века, в эпоху завоевания и исламизации уйгурской буддийской Кучи мусульманами-уйгурами Кашгара. Мечеть и уйгурские исламские захоронения. Рядом еще один объект национального культурного наследия – руины древнего города Куча эпохи, начиная до нашей эры и до IX века, разрушенные исламистами в ходе исламизации региона. А это соборная мечеть. Это вторая по величине мечеть в уйгурской автономии, после мечети Итках в Кашгаре. Она была построена в XVI веке по указанию Исхака Вали, основателя суфийского ордена черногорцев, Каратаглык, который пришел сюда проповедовать из Кашгара. Исхак Вали был духовным лидером, чье влияние суфизма распространялось во всей Центральной Азии. В народной памяти он остался как Хазрат Ишан, и его потомки ходжи играли важную роль в политической и религиозной жизни Уйгурии. Этот огромный зал площадью 1500 квадратных метров может вместить до 3000 верующих одновременно.
Посмотрите на потолок, его держат 64 могучие колонны, расписанные яркими узорами, а сам он состоит из 102 расписных панелей, каждая из которых уникальна. А в самом центре, во внутреннем зале для проповедей, вы увидите изображение сияющего солнца. Внутри дворика мы увидим комнаты для чтения и изучения Корана, а дальше зал для молитв. В оформлении зала резные деревянные кронштейны в форме облаков. Но это типичный элемент китайской храмовой архитектуры, который есть только здесь, в уйгурской исламской мечети. Они не только украшают, но и несут в себе древние доисламские уйгурские традиции пожелания удачи и процветания. Но самая уникальная часть мечети – это казихана, религиозный суд. Это единственное в уйгурской автономии и одно из немногих во всем мире хорошо сохранившихся зданий, где действовал шариатский суд. Здесь судья, кази, с одной лишь книгой, Кораном, разрешал споры и выносил приговоры, и его слово было законом. А теперь просто под музыку уйгурского мукама прогуляемся по древнему уйгурскому городу Куча, которому более 2000 лет.